Партнер рубрики «Кафе де Пари». Разнообразные блюда, приготовленные в лучших французских традициях. Вкусные домашние обеды. Почувствуй ароматы Франции. Всем привет! Сегодня мы отправимся на улицу Фрунзе, туда, где находилась одна из молочных кухонь города Уссурийска. Окажись мы сейчас, к примеру, в 70-х, во времена того самого развитого социализма, то за продуктами для малышей мы пошли бы не в супермаркеты, а вот такие учреждения здравоохранения. Людмила – одна из тех, кто вырос на продуктах молочной кухни. Молодая женщина хорошо помнит, как она ходила сюда вместе с мамой за продуктами себе, а потом за молоком для маленькой сестренки. Современный ремонт, надстроенный второй этаж сильно изменили первоначальный вид здания, но Людмила узнает это место без труда. Вот здесь, вот, насколько я помню, был вход. Тоже крылечко было, поднимались, там выдавали мамам молочные продукты. Вот насколько я помню, было и молоко давали, кефир, творожок. Это, по крайней мере, то, что мама брала мне для сестренки. Здание было одноэтажным и без отделки. Оно было из белого кирпича. Молочные кухни в России появились в 1911 году. С их помощью государство боролось с детской смертностью. В те годы умирали до 40% младенцев. В основном это было связано с недостаточным или плохим питанием детей. Конец 80-х, начало 90-х был частный сектор. Здесь вот были частный дом, может быть, их даже несколько было, но на углу, вот где сейчас нотариус, там был дом, достаточно большой, старый большой дом, деревья росли. Продукция молочных кухонь выгодно отличалась от современных продуктов питания. Строгий контроль. Никаких консервантов, красителей, ароматизаторов. Продукты, правда, были не очень привлекательны на вид, но это было 100% здоровое и натуральное питание. Продукты свежие, точные, не с переделанными датами, приготовленные на месте, вкусные. В кухне начинали приготовление пищи с 8 часов утра. Первая продукция появлялась к 12 часам. В ассортименте были молоко, кефир, творог и кисломолочные продукты. Например, нарине, который очень помогал в профилактике развития дисбактериоза кишечника. В советские времена молочные кухни были популярны. Очереди с самого утра и уходящие из молочной кухни люди с многочисленными бутылочками. Все это было обычным явлением. Получив бутылочки, нужно было сдать предыдущие. По крайней мере, таких очередей, как в магазине, вот не было. Человек 5, мне кажется, для того времени это не считалось очередь большая. Аналогичное производство было развернуто и в другом районе города, на перекрестке улиц Блюхера и Слободской в небольшом одноэтажном здании. Строение сохранилось до сих пор, а вот молочной кухни тут давно нет. В 90-х ее перенесли на территорию больницы, а затем и вовсе закрыли. Много лет прошло с тех пор, как в рационе Людмилы основные блюда были из молочной кухни. Сейчас, будучи мамой, она с некоторой ностальгией вспоминает эти времена. Женщины в белых халатах, вот это такое детское вот воспоминание. Ну, хорошие такие воспоминания? Да, приятные. То есть вот именно ходила, вспоминала. Было жалко, когда здание несколько лет стояло заброшенным, по крайней мере, использовалось. Ну, хотя бы магазин сделали, хоть не развалилось. Жалею, что сейчас нет этого, потому что сама бы пользовалась с удовольствием, кормила бы дочек. Хотя все мы склонны приукрашивать прошлое, когда были маленькими, веселыми и беззаботными, но все-таки, как ни крути, молочные кухни были весьма полезным явлением. Открывайте сами, открывайте с нами интересные места на карте нашего города. Ну а в следующий раз мы отправимся в полет. Посмотрим, можно ли сейчас улететь из Уссурийского аэропорта. Не пропустите. Пока!